Вам, наверное, захотелось закрыть наше видео. Понимаю. На днях наша команда размышляла над темой следующего видео и неожиданно пришла к общему ощущению. Мы думаем, многие из наших зрителей согласятся, что в то время как все наши бабушки и дедушки обожали кыргызскую фольклорную музыку, многие из наших родителей относились к ней со смешанными чувствами, отдавая предпочтение группам Beatles, Абба и так далее. Современная молодежь же, в свою очередь, выросла с ощущением, что кыргызская музыка по умолчанию ощутимо проигрывает в качестве почти любой зарубежной. Но на волне популярности фольклора, находящего отражение в том числе и в музыке, потихоньку начинает вновь ею заинтересовываться. Возможно, следующая минута видео поможет вам не пожалеть, что не закрыли его в самом начале, хотя это нужно будет постараться. Для любой культуры очень важным является процесс переосмысления собственного наследия, его адаптация под современные тренды, но без потери первоначального смысла. Этот процесс затрагивает совершенно разные области жизни общества, при этом, безусловно, находя свое отражение и в музыке. Если вы проанализируете музыку почти любого этноса сквозь эпохи, вы с большой вероятностью найдете общие нотки. Вопрос лишь в том, насколько органично они звучат для своего времени. Asıl biri tuğum mingeni Salkın tercaylı жүргөнүm Eriktim жылкы четинде Кайдасың кел чөй сүйгөнүм Ну, в общем, вы поняли логику. Выходит, чтобы ответить на вопрос, откуда берется это ощущение из заставки, нужно проанализировать, как проходила этот путь кыргызская музыка. У нас есть пара мыслей на этот счет. Музыкальное сопровождение. А теперь послушаем, как это должно звучать. Чувствуете, как возле Бузуя в поздних сумерках потрескивает костер с легким запахом арчи, а вам открывается вид на звездное небо и в груди переполняет чувство тоски. Конечно, чувствуете. К сожалению, оба отрывка из одного и того же произведения действительно охватывают две разные эпохи становления кыргызской музыки. А чем же они так кардинально отличаются? Мотивами и мелодиями старых песен являются аутентичные гармонии, которые могут передать слушателю окружающий мир автора и то, что он чувствует, пропуская через себя магией музыки. Необъятная тяга к свободе и недостижимые для слушателя пики и вершины гор в минорных аккордах сочетание тенорового голоса кумузов и калкаяка. Бриз прозрачнейшего озера Иссык-Куль передано исполнителем в кристально чистом сопрановом фальцете. Бескрайние табуны лошадей, луга и пастбища, повидавшие все многовековые страдания и героические свершения кыргызского народа, на необъятных просторах которых все еще слышны голоса предков в напеве чувственного вибрато с истинно национальным колоритом.
Началась война! 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 Во всех этих произведениях великих творцов кыргызской музыки прослеживается очень важная деталь – качественный подход к подбору музыкальной гармонии. Все мелодии очень лаконичны, даже без слов, лишь одним напевом могут передать всю атмосферу эмоционального сообщения автора. Кроме того, композитор усиливает эффект в том числе и музыкальным сопровождением, которое не противоречит общему эмоциональному посылу. Слушателя практически с первых нот переносит в состояние, в котором автор находился в момент написания данной мелодии. Сама же мелодия является целостной, неделимой и не подверженной вольной интерпретации, то есть от первого и до последнего звука песни слушатель не может ошибиться в вопросе эмоционального посыла и общего настроения. Кроме того, в процессе погружения в эти произведения невольно складывается доверительное отношение к автору, вложившему в свою музыку чистые эмоции, давая почву эмоциональному диалогу, не прикрытому двойными смыслами. Давайте рассмотрим примеры с песни Атая Огумбаева «Күйдүн чок». С песней о потерянной любви, не дающей покоя автору, можно сказать, сжигающей его изнутри. Güydüm bir gana güydüm mi? Güydüm çok ay. Ha güydüm bir gana desem mi? Tütün çok. Как вы увидели в данных примерах, голосоведение и сама мелодия даже без разборов слов дает большое сообщение слушателю. Мелодия Кумуза с первых секунд дает понять, что песня о душевных терзаниях автора, о переживаемых огромных внутренних потрясениях. В голосе же в моменте перехода на фальцет отчетливо слышен плач и надрыв исполнителя, что подтверждает эмоциональное сообщение. Голосоведение и музыкальное сопровождение являются неделимыми, и настроение песни невозможно никак по-другому интерпретировать. Давайте теперь сравним с кавером наших современников на данную песню. Güydüm bir gana güydüm mi? Güydüm çok. Во внимание сразу же бросается музыкальное сопровождение. Биты сопровождения Кумуза звучат так, будто бы песня не о душевных терзаниях, а больше подходят для патриотических клипов Мирбека Атабекова. Голосоведение тоже очень расходится с авторской манерой, из-за того, что отсутствует надрыв и плач на протяженных концах строк, которые служат лакмусовой бумажкой страданий автора. Güydüm bir gana güydüm mi? Güydüm çok ay. В данном кавере слышно, что инструментал полностью утратил все особенности оригинала. EDM, фанк-обработка аранжировки и использование септоаккордов не лучшим образом сказались на эмоциональном посыле песни. Музыкальное сопровождение легко спутать с заставками видеоигр или, например, интро для саундтреков из фильмов про азартные игры. Голос также не сохраняет надрывную манеру исполнения, а наоборот пропевается субтоном, что не дает поверить исполнителю. Какой вывод из этого можно сделать? Когда сама гармония, мелодии и голоса и музыкальное сопровождение не комбинируются друг с другом или с идеей автора, а противоречат друг другу, слушатель сразу чувствует, что автор лукавит, не хочет дальше вникать в песню и ее дослушивать. Лирика. Кроме того, не менее важна лирическая составляющая. На ее примере логика предыдущей части выглядит еще нагляднее. Так же, как и с музыкальной частью, гармония настроения звука и смысл текста тоже должны нести эмоциональный посыл в тандеме, не противореча друг другу. Давайте рассмотрим два примера с песней «Айнагуль» великого исполнителя и композитора Асека Джумабаева.
예술 결과나 즐거운 yaşlı sancı para ayna를 겼다 제내 마로 이런 나 Что сразу привлекает наше внимание? Две вещи. Первая – аутентика и уединенность автора с его возлюбленной по имени Айнагуль. В тексте автор ведет с ней прямой диалог, делая ей комплименты и говоря о своих чувствах к ней, облекая их в такие формы, как «Айнагуль словно аромат, который пьянит до насыщения», «Ты моя единственная любовь» и так далее. Также в тексте присутствует сравнение ее красоты со звездами из созвездия Плеяды, которые они наблюдают во время их диалога, что означает, что диалог происходит ночью, в максимально уединенной и романтической атмосфере. Второе – это то, что голосоведение и музыкальное сопровождение подкрепляют текст песни. Голос течет нежно, непринужденно и свободно. Слышны йодливые оттенки на верхних нотах, которые помогают голосу прыгать от полного звука к фальцету и обратно, что создает игривое настроение произведения. Тихая, долгая протяженная фальцетная нота вкупе с непринужденным нежным голосоведением на протяжении всей песни подкрепляет чувство уединенности влюбленных и аутентичное настроение песни, так как ему незачем форсировать и выдавливать звук, делая его громким. Она и так рядом, в его объятиях, и услышит его шепот. Обычно форсированный или выдавленный звук используется для того, чтобы докричаться до кого-то на расстоянии или в прилюдных признаниях, на концертах и других людных местах. В качестве музыкального сопровождения используется только один хумус, и то он играет на нем очень тихо, просто чтобы создать атмосферу, еще раз подтверждая сообщение песни. Проще говоря, в исполнении Асека Джумабаева абсолютно все к месту и в цвет. Теперь же давайте рассмотрим другую версию, как водится, более современную. Что же мы видим здесь? Первое. Сразу же во внимание бросается инструментал, а именно ансамбль народных инструментов, что моментально бьет по оригинальной аутентичности, так как в данном конкретном случае обогащение инструментария сразу же подсознательно вызывает у слушателя эффект присутствия других исполнителей-инструменталистов. Слушатель не может поверить в то, что автор сам в одиночку может сыграть на ансамбле инструментов, а это уже идет вразрез лирики и тексту песни. Второе. Динамика музыкального сопровождения. Мотив мелодии изменился на танцевальный. Так как инструменты ускорили динамику музыкального сопровождения песни, а сам мотив мелодии остался таким же романтичным, у слушателя возникает диссонанс, и он перестает верить этому произведению. Третье. Голосоведение изменилось с нежного и свободного на форсирование и выдавливание в извлечении голоса. Звук ровный, без изменений на протяжении всей песни. Он крикливый, из-за этого нету акцентов, подчеркивающих и выделяющих нужные части. И песня звучит максимально неэмоционально. Из-за крикливости у слушателя возникает ощущение того, что они находятся на большом расстоянии, и ему приходится докрикиваться до своей возлюбленной. Теряется интимность момента, что тоже заставляет слушателя не верить в посыл песни. Как мы это допустили? То есть у многих перепетых народных песен полностью отсутствуют самые важные особенности оригинала, начиная от переделанной музыки, заканчивая полностью измененным вокалом, целиком меняющим характер песни. И вот в таких условиях этих музыкальных трендов мы живем уже многие годы, из чего вытекает логичный вопрос: как мы это допустили? После развала Советского Союза и проникновения влияния западной и русской музыки на территорию теперь уже независимого Кыргызстана, у общества появилась потребность в новой жизни для народной музыки. Это было выгодно и для исполнителей, которым больше не нужно было выбирать между аудиторией старших поколений и более современных. Такой подход к музыке позволял им охватить обе этих группы одним произведением. В мировой культуре, наверное, сложно будет найти народную сцену на такой большой процент, состоящую из адаптаций фольклорных и народных песен. Однако это оказалось как раз тем случаем, когда количество катастрофически повлияло на качество. Спустя время, когда понятие качества и уникальности великих произведений оказалось размыто количеством не самых лучших версий, выяснилось, что исполнить народную песню таким образом можно даже дома под аккомпанемент байкера
байкешки родственника на аккордеоне, самой стандартной приназальной манеры исполнения через нос, или даже без него. Вот это и стало последним элементом падения качества, когда в каждом селе локально появлялся свой Атай Оғлымбаев, и среднестатистическому слушателю стало совсем безразлично, слушать ли качественную версию произведения или домашнюю, сохраняется ли изначальный посыл или нет. Главное, что можно кричать знакомые слова в такт какой-то музыке, уже не важно какой, даже не важно в такт или нет. Критикуешь? Предлагай. Төбем қайдан табылғансың сен маған. Хотелось бы в заключении поговорить о том, как все-таки записать хороший кавер, и такие примеры действительно есть на кыргызской сцене. Сохранение качества. Во-первых, необходимо сохранить качество вокального исполнения и музыки. Уровень исполнения, мастерства в реализации вокальных приемов точно не должен сильно уступать оригиналу, а музыка не должна быть бездумно перенасыщена сэмплами трендовых битов. Сохранение первоначального посыла, не теряя уникальности. Во-вторых, очень сложно найти тонкую грань, внося в чужое творчество свой уникальный почерк. В этом деле все измеряется точностью попадания. Один мелизм, одна нота, даже одна ее терция уже может необратимо поменять весь ритмический рисунок. Иначе говоря, чтобы органично дополнить произведение великого автора, не теряясь в нем, нужно очень четко понимать, что он хотел им донести, не противоречить изначальному замыслу и при этом обладать не меньшим талантом, чем сам автор. Вот почему на Западе не принято делать каверы именно профессиональными исполнителями, уж тем более записывать их и выпускать как отдельный сингл, потому что, взявшись за переделку работы Майкла Джексона, ни один из исполнителей не уверен, что сможет не нарушить тончайший баланс, выстроенный из великой гармонии, причудливо сочетающейся между собой музыки и ее великолепного исполнения. А взявшись за кавер Курта Кобейна, вряд ли получится передать его голос и атмосферу. В заключение еще раз хотелось бы отметить то, что на кыргызской сцене по разным причинам в разные временные эпохи звучали различные вариации великих произведений, передавая особенности времени. И хотелось бы пожелать всем нашим слушателям, чтобы в каждой вариации, которую нам доведется застать на своем веку, мы слышали изначальные, оригинальные мотивы родного Кыргызстана.